Сегодня, дорогие братья, мы с вами говорим об очень важной теме. Это правильное выстраивание отношений мусульманина по отношению к рабам Аллаха. Иногда мусульмане заблуждаются, как они строят свое поклонение, отношения с Аллахом и думают, что только этим они войдут в рай. Но наряду с этим они оставляют без внимания отношение к окружающим, и особенно к праведным рабам Аллаха, к Его созданиям. Аллах любит тех, кто уверовал в Него. Аллах любит тех, кто поклоняется Ему. Аллах любит тех, кто совершает благое. И эта любовь доказывает Его запрет причинять какой-либо вред Его праведным рабам. Если мы посмотрим сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то увидим, как посланник Аллаха старался защитить умму от этого греха, наносить вред жизни, имуществу, чести, безопасности, спокойствию людей в общем и особенно верующих, братьев и сестер. Всевышний установил и защищает права верующего. И Он сам будет наказывать тех, кто посмеет нарушить эти права. Я хочу привести, казалось бы, такие простые примеры из нашего жития, да? Но даже это указывает на то, какова ценность спокойствия, безопасности жизни человека, особенно верующего. Первый хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не смейте сидеть на дорогах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил сидеть на дорогах. Тогда люди спросили: о посланник Аллаха, а если мы нуждаемся в местах, где мы будем общаться друг с другом, если вот нужно нам сидеть возле тротуара, на скамейке, да, на дороге? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тогда отдайте дороге ее права. Мусульманин, который вынужден сидеть возле дороги, где проходят люди, да, он обязан отдать права дороги. И тогда люди спросили: и что мы должны дороге? Что мы должны дать дороге? Он сказал: опускать взор. Если вы сидите возле дороги, откуда проходят люди, опускайте взор. Не надо взирать на чужих женщин. Это первое. Не причинять вред. То есть не стой на дороге, чтобы люди вот так обходили тебя, чтобы не причинять им дискомфорт. Да? Не закрывай путь, не оставляй машину там, где он будет мешать людям. Отдай право дороги. Да? Следующее. Отвечать на приветствие. Если тебе сказали «саляму алейкум», ответь ему наилучшим образом. И последнее. Побуждать к добру и воспрещать зло. Этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. И, дорогие братья, особо хочется отметить, вот сегодня актуально, очень актуально стоит вопрос парковки автомобилей. Особенно в центре Казани. Да? Привязывая своего железного коня, дорогие братья, обращайте внимание не только на правила дорожного движения, которыми мы часто тоже пренебрегаем, да? Обратите внимание и на железные правила ислама, которые оставил для нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, еще 1500 лет назад. Он сказал: «Ля дарара ва ля дирара». Нет в исламе дарара, я пока даже не буду переводить это, да? И нет дирара. Этот хадис в сборниках Ибн Маджи и Дархутни. И вот слово, арабское слово дарар, по-татарски мы говорим зарар китру, зарар. То есть это причинять вред. Но почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выбрал две формы существительного? Да? Дарар и дирар. Ученые по-разному дали объяснение этим словам. Некоторые ученые сказали, слово «дарар» – это причинение вреда кому-либо без какой-либо цели. Вот есть человек, он не преследует каких-то там корыстных целей, но вот он причиняет тому вред и этому вред. Да? А дирар, ученые сказали, это причинение вреда кому-то с определенной целью, чтобы там отомстить ему. И второй вид, он намного хуже и намного страшнее сказали. Также ученые сказали, дарар – это когда тебе в этом польза, а соседу вред. То есть ты, например, что-то себе забираешь, но во вред кого? Своего соседа, своего брата и так далее, и так далее. А дирар, когда от этого вреда ни тебе, ни соседу пользы не будет. Поэтому ислам – это железные правила. Когда мы что-то делаем, мы не должны наносить вред
кому-то. Поэтому, паркуя, оставляя где-то свой автомобиль, задайте вопрос, не принесет ли он кому-то из водителей, кому-то из прохожих, кому-то из пешеходов вред. Иногда человек просто может закрыть кого-то, да, и спокойно зайти куда-нибудь в магазин, куда-нибудь в мечеть заходим, да, а потом там целая группа братьев стоят и ждут, да, кто-то на работу опаздывает, у кого-то было совещание, да, а он бисмилля, он намаз читает, машаллах. Если ты помнишь, если ты еще помнишь, да, что ты оставил машину и кого-то закрыл, ты сначала отпусти их, потом еще будешь читать. Зайди, если не спешишь, да. Но об этом надо думать, дорогие братья, об этом надо думать. Иногда кто-то может парковаться там посередине пешеходного перехода, да, и столько пешеходов, они вот так должны обойти его. Или же прямо на тротуаре можно парковаться, да, и который является правом территории для пешехода. И ладно, если это молодой, он там поругался, да, и ушел. А если это бабушка с палкой? И твой большой, длинный Мерседес, его надо нормально так обходить, да, и ты приносишь ему вред. Особенно, когда мы должны понимать психологию многих пешеходов, они так обижены на тех, кто ездит на хороших машинах, да. Поэтому не надо их обижать. Нормально, не надо нарушать их территорию. Иногда скорая машина не может там проехать, потому что кто-то оставил посередине дороги. То есть это очень актуально, дорогие братья. Потом скорая не проедет, а вот тот больной, который умер, родные тебя будут проклинать за это. И это примется, потому что ты это оставил, ты об этом не подумал. Поэтому очень много таких моментов, где мы можем очень сильно попасть. А иногда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал нас причинять вред братьям даже в малом. Просто создавать им дискомфорт, неудобство. Вот пример. Когда вас трое, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вас трое, то пусть двое не ведут беседу без третьего, ибо это расстроит его. Вот нас трое, да, надо втроем общаться. Даже если, например, кто-то не понимает твоего языка, двое тут сидят, там шепчутся, а тут сидит, ему дискомфортно. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не делай этого, не делайте этого. Или, например, если съел лук или чеснок, не приближайтесь к мечети. Зачем братья должны стоять и дышать этим? Поэтому вот таких примеров, дорогие братья, очень много.